Открытие перинатального центра в Ингушетии смогло решить множество проблем. Семиэтажное здание на 130 мест, стационар, женская консультация, хирургия и реанимация. Благодаря современному оборудованию врачи могут выявлять всякого рода патологии уже на 8-й неделе беременности. А для тех, кому вот-вот предстоит родить, или тех, у кого роды были сложные, палата интенсивной терапии. Увидеть пульс и общее состояние. Одновременно здесь могут проходить лечение до 6 пациенток. Возле каждой кровати у нас мониторы, дозаторы и вентиляция, и для искусственной вентиляции легких аппарат, и для назальной вентиляции, подачи кислорода тоже находится аппарат Боброва. Здесь эти женщины готовятся и переводятся в операционную. После операции кесарево сечения этих женщин обратно возвращаем сюда, где находятся, пребывают они здесь около 6 часов. Спасать малышей, у которых раньше не было ни единого шанса. В специальных кювезах выхаживают детей, недоношенных почти в половину срока и даже весом до 500 граммов. К слову, внутри все как в утробе матери. Поддерживается специальная температура и даже влажность воздуха. А специальный прибор подает кислород, помогая дышать малышам, у которых с этим проблемы. Температура оптимальная для каждого срока создается, влажность создает. Мониторирование всех основных параметров жизненных важных функций. Медперсонал, который обучены пользоваться этими аппаратами, кювезами и мониторами. Ингушетия – один из лидеров в стране по рождаемости, около 75 тысяч детей в год. Во многом поддерживать такую положительную статистику помогает именно этот центр. Ведь каждый 20-й малыш появляется на свет недоношенным, а значит, выхаживают его здесь. Современные технологии, успешные операции, квалифицированные врачи. Детская медицина в республике действительно развивается быстрыми темпами. Об этом свидетельствует низкая младенческая смертность, которую удалось достичь благодаря определенной работе и строительству медицинских объектов 3-го уровня. К ним относится и детская республиканская клиническая больница. Круглосуточный стационар из 9 отделений – травматологическое, неврологическое, пульмонологическое, педиатрическое, отделение кардиоревматологии. За раз здесь могут принять до 200 маленьких пациентов. И это не считая 12 реанимационных мест. У нас есть гастроэнтерология, аллергология, иммунология, педиатрические койки сами, нефрологические койки. На этом же этаже мы развернули отделение эндокринологии на 10 коек. Отдельную структуру больницы. Потому что в республике до открытия нашей клиники не было эндокринологических коек вообще, и нашим детям приходилось выезжать в другие субъекты. Лор-отделение, детская хирургия, 1 большая и 2 малые операционные и реанимационные отделения со смотровым залом. Маленькие пациенты здесь проходят комплексный осмотр, чтобы определить дальнейший ход лечения. Проводится первичная манипуляция, а именно если нужно промывание желудка, если интубация, если кардиография центральных вен, предварительные стартовые обследования, а потом уже переводится в соответствующий. 5 этажей и сотни кабинетов. Детская республиканская клиническая больница – это не просто новое медучреждение. Здесь работают специалисты самого узкого профиля. За 3 года существования в больнице врачам удалось вылечить более 20 тысяч маленьких пациентов с различными патологиями. Впрочем, на этом никто не собирается останавливаться. Если говорить о современных технологиях, нами получена лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по педиатрии. И в этом году мы планируем после закупа медицинского оборудования расширение видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказанных в больнице. В целях улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми ревматологическими, гематологическими, онкогематологическими, иммунодефицитными и орфанными заболеваниями с 2020 года в структуре отделений больниц планируется открыть стационар одного дня педиатрической и неврологических профилей для ведения генно-инженерных и иммунобиологических препаратов. За годы усердной работы перинатальному центру и детской республиканской больнице удалось спасти не одну жизнь благодаря своему квалифицированному составу специалистов и современным технологиям. Тамара Хашагульгова, Новости 24.